Это удивительное и увлекательное лето. Воспоминания о нем сохранят не столько фотографии, сколько сами ребята, загоревшие, окрепшие, научившиеся чему-то новому. Никто не знает, пригодятся ли им полученные навыки управления яхтой когда-нибудь еще во взрослой жизни. Вполне возможно, что кто-то из них захочет стать моряком или капитаном дальнего плавания. Наверное, кому-то его профессиональные достижения, но в первую очередь солидные доходы, конечно, позволят купить свою собственную яхту. Все это с разной степенью вероятности вполне допустимо. И только в одном можно не сомневаться. Ровно через год большинство этих ребят обязательно вернутся в яхт-клуб «Парус». Супер! 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 Я хожу 14 сезонов в яхт-клуб «Парус». И я 4 года, 8 сезонов получается. Привел друг, потом дальше самому стало интересно уже. Я чисто сам пришел. На яхте ходить, там всякие, как расположение ветра, как лучше идти, как яхту собирать там, в первую очередь. Яхта не роскошь, а просто роскошное средство передвижения. Это образ жизни и образ мысли, такой же свежий и легкий, как ветер в лицо. Совсем не место для печали. Элитное развлечение для богатых бездельников. Во всяком случае, выглядит это именно так. Но парадокс в том, что парусный спорт – это прежде всего тяжелая физическая работа. Так что бездельникам в нем точно не место. Как с этой работой справляются девчонки, а их чуть ли не половина отряда, не поймешь, пока сам не увидишь. Кстати, тренеры убеждены, что у слабого пола обращаться с яхтой получается порой гораздо ловчее. Долгие годы в лагерь записывались исключительно пацаны, а вот девчонки начали проявлять интерес к водной стихии только последние лет 5. Я хожу сюда 5-й год, то есть 10-й сезон. Вообще, интересно, как спросил вообще папа, то есть 5 лет назад, говорит, пойдешь? Я говорю, пойду. Вообще интересно здесь. Девчонкам, конечно, здесь нелегко. Как бывает и сложности, там, сборки, разборки, там где-то и помощь мальчиков нужна. И вообще в самом управлении иногда бывает тяжело. Там, если где-то ветер сильный. Раньше вообще, как мне рассказывали, девочек не было. Весной моя мама меня записала в лагерь. Я этого не знала. Здесь я научилась ходить на яхтах, плавать, кататься на катамаранах. Но меня учили на берегу, здесь на мели. Меня не совсем учили, просто меня подальше отвели, и там я уже сама поплыла. Сначала я плавала так, просто не сильно, а потом уже научилась хорошо. Тут хорошо кормят, тут купаются. И все вожатые, добрые. Доброта вожатых – качество, безусловно, хорошее, но не самое важное. Это тот случай, когда они просто обязаны быть строгими. Не будем забывать, что отдых на воде потенциально опасен. К тому же дети приходят сюда с совершенно разной подготовкой. Это означает, что некоторые и вовсе без нее, к примеру, даже плавать не умеют. Поэтому самые первые занятия в лагере посвящены технике безопасности и правилам поведения на суше и в воде. Парусный спорт очень тяжелый и опасный. Физически тяжелый, один из самых тяжелых видов спорта. Я сам занимался с детства парусным спортом и здесь тоже организовал этот клуб. Дети у нас все под присмотром строго. Прежде чем на воду выйти, никто без спас-жилета, без спас-снаряжения, никто не выходит, даже к яхтам не подходит близко. За это наказывают их и строго. Снимается с яхты или
занимаются отжиманием там или физическими упражнениями. За все существование яхт-клуба, это 25 лет где-то существует он, не было ни одного несчастного случая. И не то, что несчастного, вообще и предпосылок к этому не было и быть не может. Если зарождение парусного спорта в России зачастую связывают с именем Петра I, то появление на базе водохранилища Нерюнгринской ГРЭС яхт-клуба без сомнения заслуга первого директора станции Дмитрия Букина. Заручившись поддержкой Федерации парусного спорта, энергетики приобрели необходимое снаряжение. Клуб тогда еще назывался «Дельфин», и наставником того дебютного поколения морских волчат стал Виктор Ващенко. Как бы там оно ни было, но я очень благодарен руководству. С самого начала существования ГРЭС я ее здесь строил. И еще с первым директором. Он мечтал, все, парусный спорт. Привезли эти яхты с Москвы, 5 штук. И вот с 5 яхт началась. Дети, конечно, не очень сейчас жалуют парусный спорт, потому что для кого-то неинтересно. А некоторые увлеченные ребятишки. Вот у меня сейчас уже со мной тут уже 3-е поколение. Сын, дочь и внуки. Сейчас вот внук занял 1-е место в классе «Оптимист». Вот на этой беленькой яхте. Виктор Иванович со своими воспитанниками принимал участие в дальневосточных регатах во Владивостоке, совершал походы по рекам Якутии на Байкал. Но это было давно. Сейчас другие времена. И тренеры не ставят перед собой амбициозных задач, вроде участия в соревнованиях. Хотя предложения есть. Но сбор, приобретение нового снаряжения, формы, подготовка достойной команды – процесс дорогой, трудоемкий и явно отвлекающий от основной миссии лагеря. А заключается она в том, чтобы обеспечить ребятам, оставшимся на лето в городе, интересный, а главное здоровый отдых. Пока это важнее. Конечно, повезло с сегодняшним летом. Было очень жарко, была необычно теплая вода. Ребятишки, кто-то уже не первый год был в нашем клубе, кто-то первый раз, кто-то научился только плавать, научились ходить под парусом. Виктор Иванович восстановил яхту «Полярная звезда». Это наша самая большая яхта. Ребята увидели все-таки большие паруса, большую яхту, смогли на ней походить. У клуба очень давняя и славная история, поэтому неудивительно, что его бывшие воспитанники с большой неохотой расстаются с парусом. Некоторые даже остаются здесь в качестве тренеров и старших наставников для новичков. Я здесь, в этом клубе, с 92-го года, и как бы стараемся сохранять все наши традиции. Это как бы не то что посвящение какое-то, отношение к новеньким. То есть стараются всегда помогать, научить то ли больше, более старшие какие-то, более опытные. Они всегда подсказывают вновь прибывшим, занимаются с ними. Каждый сезон занимается около 35 детей, с ними 4 тренера. Тренерский состав – это Гусев Андрей Сергеевич, Корешков Максим Владимирович, Касаткина Татьяна и Башурова Ольга. Очень повезло им с погодой, было тепло, хорошо, солнечно
вода очень теплая. Загорали, купались, отдыхали, ходили на яхтах, устраивали им соревнования, гонки. По форме лагерь дневного пребывания для детей от 8 до 15 лет. По сути, определенно нечто большее. Кажется, что атмосфера здесь совсем не лагерная, нет унылого однообразия, хотя, казалось бы, заниматься приходится одним и тем же делом. Но дело это настоящее, взрослое. Яхты, аналогичные тем, что принимают участие в больших соревнованиях, ветер, с которым нужно подружиться. Ребята стали выносливее, находчивее, самостоятельнее, учатся работать в команде и учатся побеждать. Соревнования в течение сезонов – это тоже традиция, причем состязаться приходится не столько с ровесниками, сколько с силами природы. Как говорят англичане, они в парусном спорте кое-что смыслят, попутный ветер прибавляет скорости, встречный – ума. Приходя сюда, я, конечно, радуюсь этому дню. Я прихожу сюда, вижу друзей, мы собираем яхты, ходим до обеда, после обеда. Если погода требует от себя большего, то мы, конечно, все время ходим на яхте. Если дождь, то сидим, разговариваем, вяжем узлы, говорим о том, о другом. Каждый год сюда буду ходить, буду учиться чему-то новому, добиваться новых побед. Если для северных европейских стран парусный спорт – явление заурядное, то для северного субъекта Российской Федерации это скорее исключение из правил. Заметим, приятное исключение. И пусть до ближайшего настоящего моря очень далеко, но зато солнца, свежего воздуха и воды в избытке. Все лучшее у нас принято отдавать детям. Так вот, это и есть то лучшее, что им можно предложить на каникулах. А главное, для их родителей это не будет стоить целого состояния, несмотря на то, что яхта была и будет роскошным средством передвижения. Ну, и всего такого интересного. Что курить-то? Ну как? Ну, завтрак, обед, полдник. На обед даю первое и второе. Раз, два, три. Отличная репетиция. Второй раз. Раз, два, три. У меня нет жениха.